Как велик Всевышний! Превознесен в силе, величествен над всеми. Своим словом Он сотворил все. Небеса свидетельствуют о Его славе, о делах Его рук возвещает их свод. Все, что создал Всевышний, было хорошо. Все говорило о Его величии, благости и силе. Всевышний сотворил все многообразие растений и животных. Затем Всевышний сотворил человека из земного праха и вдохнул ему в ноздри дыхание жизни, и человек стал живым существом. Всевышний назвал его Адамом. Затем Всевышний взял одно из ребер Адама и сотворил из него женщину, в жены и помощницу ему. Она была названа Евой. Творец создал мужчину и женщину для того, чтобы они могли иметь близкое общение с ним. Вначале они счастливо жили в его присутствии в прекрасном саду, называемом Эдемом. И не было тогда ни страданий, ни смерти. Всевышний повелел человеку: можешь есть плоды с любого дерева в саду, но не с этого, иначе ты умрешь. Но однажды сатана искусил женщину попробовать запретный плод, а она дала его мужчине, который также ел его. Они послушались сатану, совершили грех и разрушили свои отношения с Творцом. Ведь он свят, и грешники не могут жить в его присутствии. Всевышний изгнал Адама и Еву из Эдема. Они испытали такой позор, потому что ослушались Всевышнего. Из-за этого все люди стали подвластны боли и смерти. Но у милосердного Бога был план, как очистить потомков Адама от греха, чтобы восстановить близкие взаимоотношения с ними. В Священном Писании Всевышний открывает свой план спасения мира от заслуженного наказания. Одним из первых, через кого Всевышний начал исполнять этот план, был пророк Ибрахим. Ибрахим доверял Всевышнему и почитал его. Всевышний обещал благословить Ибрахима, а через него все народы. Он обещал дать ему столько потомков, сколько песчинок на берегу моря и звезд на небе. Ибрахим поверил, и Всевышний назвал его праведником и своим другом. Чтобы проверить его послушание, Всевышний повелел Ибрахиму принести в жертву своего любимого сына. Ибрахим знал, что именно через этого сына Всевышний обещал произвести множество потомков. Но Ибрахим доверился Всевышнему. Итак, он приготовился принести в жертву своего сына. Когда он поднял свой нож, ангел Вечного остановил его. Он увидел его послушание и благоговение перед Всевышним. Неподалеку Ибрахим увидел барана, запутавшегося своими рогами в зарослях, и принес его в жертву Всевышнему вместо своего сына. Послав животное в жертву вместо сына Ибрахима, милостивый и милосердный Бог явил свою великую любовь к людям, которая подобна любви отца к своему сыну. Через это Всевышний показал, что приготовил жертву для спасения человечества. В Священном Писании пророки говорили о Спасителе, который должен был прийти и стать жертвой за грехи всего мира,
как баран стал жертвой вместо сына Ибрахима. Таким образом, человек мог получить прощение и благословение Всевышнего. Этого Спасителя пророки называли Масихом, тем, кто навсегда примирит людей с Создателем и станет их царем. За сотни лет до его пришествия пророки предсказали его появление и события его жизни. Пророк Давуд сказал, что Всевышний назовет Масиха своим сыном. Пророк не имел в виду, что Всевышний будет его физическим отцом. Напротив, Писание говорит, что Масих – вечное слово Всевышнего, ниспосланное как человек на землю через чудесное рождение от непорочной Марьям. Пророки называли его сыном Всевышнего, имея в виду, что он избранный Всевышним царь и спаситель. Пророк Исаия сказал: «Непорочная дева зачнет и родит сына». Пророк Михей предсказал, что Масих родится в Вифлееме, а пророк Закария предсказал его въезд в Иерусалим на осле, и что один из его последователей предаст его за 30 серебряных монет. Пророки говорили, что Масих пожертвует своей жизнью, но Всевышний воскресит его на третий день. Они пророчествовали, что Масих на облаке войдет в присутствие Всевышнего, который даст ему вечную власть над людьми всех народов. Итак, кем был Масих? В первом веке пришел пророк по имени Иса. Некоторые думали, что он тот, о ком говорили пророки. Так ли это? Исполнились ли в его жизни предсказания о Масихе? Далее следует история, основанная на свидетельствах о его жизни, записанных в Священном Писании. Роль Исы исполняет артист, хотя нет того, кто был бы достоин этого образа. Фильм был снят, чтобы мы могли понять жизнь Исы и принять благословение, обещанное Всевышним. Я пишу тебе, дорогой Феофил, тщательно исследовав происшедшие среди нас события, так, чтобы ты мог убедиться в их достоверности. В те дни, когда Римом правил император Август, а Ирод Великий был правителем Иудеи, ангел Джабраил был послан Всевышним в город Назарет к непорочной девушке по имени Марьям. Не бойся, Марьям, потому что Всевышний проявил к тебе милость. Ты зачнешь и родишь сына, и назовешь его Иса. Как это будет? Ведь я девственница. Святой Дух сойдет на тебя, поэтому твоего ребенка будут называть Сыном Всевышнего. Его царству не будет конца. И пошла Марьям навестить свою родственницу Элишеву, которая чудом к старости зачала ребенка. Элишева, Марьям, сестра моя, благословенна ты среди женщин, благословен ребенок, которого ты носишь. Как только я услышала твой голос, ребенок забился во мне радостно. Душа моя славит Вечного, и радуется дух мой и сердце о Спасителе моем. Отныне будут называть меня благословенной. Знайте, жители Назарета, что вышло от римского императора повеление сделать перепись по всей Галилее и Иудее. Каждый человек должен записаться в городе, где были рождены его предки.
Пошел Юсуф в город Вифлеем, в Иудее, чтобы записаться с Марьям, обрученную с ним. Но для них не нашлось места в гостинице, и они обрели пристанище в простом хлеву. Неподалеку в поле были пастухи, стерегущие ночью свои отары. Вдруг явился им ангел от Вечного, и слава Всевышнего осияла их. Сегодня в городе Давуда родился Спаситель, повелитель Масих. И поспешили тогда пастухи, и увидели младенца в хлеву, и разнесли радостную весть о рождении Спасителя. На 8-й день, когда пришло время совершать обряд обрезания, его назвали Иса, и принесли его в Иерусалим, чтобы посвятить Вечному. Там был праведный и благочестивый человек по имени Шимон. Святой Дух открыл ему, что он не умрет, пока не увидит Масиха. Владыка, отпусти теперь с миром своего раба, как ты и обещал. Ведь я уже увидел Спасителя. Этот младенец избран Всевышним. Благословений вам. Когда они совершили все, что предписывал закон Вечного, они возвратились в свой родной город Назарет. Когда Исе было 12, Юсуф и Марьям взяли его в Иерусалим на праздник освобождения. Но когда они отправились домой, думая, что мальчик с ними, Иса остался там. Они вернулись в город, но только через 3 дня нашли его. Иса сидел среди учителей в храме. Чей это мальчик, что задает такие вопросы? Он из Назарета. Мы думали, он пошел с нами. Простите его за дерзость. Все, кто слушал его, изумлялись. Сынок, почему ты так с нами поступил? Мы с отцом беспокоились, искали тебя повсюду. Зачем вы искали меня? Разве вы не знаете, что я должен быть в доме моего отца? Иса возвратился с ними в Назарет. Он взрослел и становился мудрее. Его любили и люди, и Всевышний. В 15-й год правления императора Тиверия, когда Понтий Пилат был наместником в Иудее, Ирод был правителем Галилеи, а Ханан и Каиафа были главными священнослужителями, Всевышний призвал Яхию, сына Елишевы, пройти вдоль Иордана, проповедуя обряд погружения в воду в знак покаяния для прощения грехов. Отвернитесь от грехов, покайтесь, и Всевышний простит вас. Вот как записано в книге пророка Исаии. Голос раздается в пустыне. Приготовьте путь вечному. Сделайте прямыми дороги его. Все овраги пусть наполнятся. Все горы и холмы сравняются. И
Извилистые пути станут прямыми, а ухабы гладкими. И увидит каждый спасение Всевышнего. Что же нам делать? Скажи нам, что нам нужно Иное делать? отродье! Что ты хочешь, чтобы мы сделали? Помоги нам, укажи нам путь. У кого есть 2 рубахи, пусть отдаст одну тому, у кого нет. И у кого есть пища, пусть поделится. Учитель, мы сборщики налогов. Что нам делать? Не берите больше, чем положено. Мы солдаты. А нам что делать? Не отнимайте денег силой. Никого ложно не обвиняйте. И довольствуйтесь жалованием. Скажи нам, не ты ли Масих? Я погружаю вас в воду. Но за мной идет тот, кто могущественнее меня. Я недостоин даже развязать ремни его сандалий. Он будет изливать на вас Святого Духа. В его руках лопата, чтобы провеять зерно и собрать пшеницу в свое хранилище. Святой Дух спустился на Иису в образе голубя. И с небес прозвучал голос: «Ты мой любимый сын, в тебе моя радость». Исе было около 30 лет, когда он начал служение. Исполненный Святым Духом, он вернулся с Иордана и был поведен Духом в пустыню. Там его 40 дней искушал дьявол, и он ничего не ел. И сказал ему дьявол: «Если ты сын Всевышнего, то вели этому камню стать хлебом». Написано: «Не одним хлебом живет человек, но и каждым словом Всевышнего». Приведя его на высокое место, дьявол показал ему все царства мира. «Я отдам тебе всю эту власть и богатство, потому что они принадлежат мне, и я даю их, кому захочу. Если ты поклонишься мне, все это будет твоим». Написано: «Поклоняйся вечному Богу твоему и служи Ему одному». И привел его дьявол в Иерусалим, и поднял его на самый верх храма. «Если ты сын Всевышнего, то бросься отсюда вниз. Ведь написано же, своим ангелам повелит охранять тебя, и они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень». Сказано: «Не испытывай вечного Бога твоего».
И возвратился Исав в город Назарет, туда, где вырос. Здравствуй. Здравствуйте. Как обычно в субботу пришел Исав в молитвенный дом иудеев. И позвали его прочесть из книги пророка Исаии. Дух Вечного на мне, потому что Он призвал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня объявить свободу пленным, возвратить зрение слепым, освободить тех, кто угнетен, и возвестить, что пришло время, когда Вечный спасет свой народ. Хорошо говорит. Сегодня, когда вы слушали, исполнились эти слова Писания. Исполнилось Писание? Но только Масих может осуществить все это. Как это может быть? Конечно, вы напомните пословицу «Врач, исцели самого себя» и скажете мне «Сделай здесь у себя на родине, что мы слышали о тебе в Капернауме». Говорю вам истину, ни одного пророка не принимают на его родине. Сказав это, Иса признал себя Масихом, помазанником, посланным Всевышним, чтобы спасти свой народ. Но они не приняли его как Масиха и хотели сбросить его с обрыва. Но Иса прошел сквозь толпу и ушел. Он пришел в галилейский город Капернаум. Римский гнет был как никогда силен, и люди с нетерпением ожидали, чтобы пришел Масих и освободил их от тирании. Мир тебе. И тебе, наставник. Могу я взять твою лодку, Шимон? Конечно. Неужели он решил покинуть нас? Говори, говори к нам! Учи нас! Иса, говори к нам! Однажды два человека пришли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой сборщик налогов. Фарисей, встав, молился о себе. «О Всевышний, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, воры, обманщики, неверные супруги или как этот сборщик налогов. Я пощусь 2 раза в неделю и даю в храм 10-ю часть от доходов». А сборщик налогов, стоя вдали, не смел даже глаз поднять к небесам. Но, ударяя себя в грудь, говорил: «О Всевышний, будь милостив ко мне, грешнику». Говорю вам, что именно этот человек пошел домой оправданным перед Всевышним. Каждый возвышающий себя будет унижен, а принижающий себя возвысится. Шимон, отплыви на глубокое место и закинь свои сети для лова. Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали.
Но раз ты говоришь, я закину сети. Якуб! Йохан! Якуб! Йохан! Сюда! Помогите нам скорее! Не можем! У нас руки заняты! Оставь меня, наставник. Ведь я грешный человек. Не бойся. Отныне ты будешь ловить людей. Придите ко мне, выслушайте мои слова, чтобы жива была душа ваша. Ищите вечного, пока его можно найти. Призывайте его, пока он близко. Нечестивый пусть оставит свой путь, и злой человек свои помыслы. Пусть обратится к вечному, и он помилует его, ведь он щедр на прощение. Вы выйдете в радости, и проводят вас с миром. Он идет. Вот он, посмотри. Иса, Иса, прошу, спаси мою единственную дочь. Смилуйся. Ей всего 12 лет, и она умирает. Пожалуйста, зайди ко мне. Иаир, мне жаль. Иса. Твоя дочь умерла. Не беспокой больше учителя. Не бойся. Только верь, и будет спасена. Не плачьте. Она не умерла, она спит. Дитя, встань. Дайте ей поесть. И о происшедшем никому не говорите. После этого Иса увидел сборщика налогов по имени Левий, сидящего на месте сбора таможенных пошлин. Иди за мной.
Исав зашел на гору помолиться и провел всю ночь в молитве Всевышнему. Когда настал день, он позвал учеников и выбрал из них 12. Шимона, которого назвал Петира, брата Шимона Андера, Якуба, Иохана, Филиппа, Варфоломея, Матая, Фому, Якуба, сына Алфея, Шимона, прозванного Зелотом, Иуду, сына Якуба, и Иуду Искариота, который позже стал предателем. Благословенны нищие, они подданные Царства Всевышнего. Благословенны голодные, они насытятся. Благословенны плачущие, они будут смеяться. Благословенны вы, когда вас ненавидят, изгоняют и оскорбляют, когда бесчестят вас из-за меня. Радуйтесь, когда это случится, так как вас ждет великая награда на небесах, ведь так же поступали с пророками их предки. «16, 17, 18, 19, 20. Вот все, что я имею». Что значит все, что я имею? Горе вам, богатые, так как вы уже получили свое. Он не хочет быть богатым, да он безумец. Горе вам, те, кто сейчас смеется, так как вы будете плакать. Горе вам, когда все люди хвалят вас, потому что также их предки хвалили и лжепророков. Но вам, слушающим меня, говорю, любите ваших врагов, делайте добро ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за оскорбляющих вас. Ударившему тебя по щеке, подставь и другую. И забирающему у тебя плащ не мешай забрать и рубашку. Каждому, кто у тебя просит, дай. И если кто-то заберет твое, не требуй обратно. Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы поступали с вами. Если вы любите тех, кто любит вас, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники любят тех, кто их любит. И если делаете добро тем, кто делает добро вам, то в чем ваша заслуга? Ведь и грешники делают то же. Как он может? Как он может говорить с ней? Блудница.
Нет. Любите ваших врагов, делайте им добро и давайте в долг, не ожидая возврата. Тогда ваша награда будет велика, и будете сыновьями Всевышнего. Ведь Он сам добр даже к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Небесный Отец. Спаси нас, Иса! Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и будете прощены. Веди нас своим путем. Давайте, и вам тоже дадут. Какой мерой мерите, такой отмерит и вам. Может ли слепой вести слепого? Разве они не упадут оба в яму? Что ты смотришь на сучок в глазу своего брата, когда в своем собственном не замечаешь бревна? Веди нас, наставник. Учитель, ты нужен нам, благословенно родившая и выкормившая тебя. Благословеннее те, кто слышит слово Всевышнего и исполняет его. Хотел бы я знать, кто он. Ты думаешь, что он обещанный Масих? Этот фарисей пригласил Ису на обед. Иса пришел к нему в дом и возлег у стола. Уходите, дети. Кому сказал? Уходите. Уходите. Им дай волю, они на голову сядут. Зачем она пришла? Не знаю. Что она делала? Если бы он действительно был пророком, то он бы знал, кто прикасается к нему. Он бы знал, что эта женщина грешница. Я знаю, кто она, Шимон. Послушай меня. 2 человека были должны одному взаимодавцу. Один должен был ему 500 динариев, другой 50. Но так как им нечем было вернуть долг, то он простил им обоим. Кто из них будет больше любить его? Я думаю, тот, кому был прощен больше долг. Да, ты прав. Видишь эту женщину? Я пришел в твой дом, и ты не дал мне воды вымыть ноги. А она слезами их омыла и вытерла своими волосами. Ты даже не поцеловал меня. А она не перестает целовать мне ноги. Ты не помазал мне голову маслом. А она бальзамом помазала мне ноги. Говорю тебе, прощены ее грехи, так как она проявила великую любовь. А тот, кому мало прощено, и любит мало. Твои грехи прощены. Твоя вера спасла тебя. Иди с миром. Иса ходил по городам, проповедуя радостную весть о Царстве Всевышнего, а с ним 12 учеников и несколько женщин, которых он избавил от злых духов. Марьям из Магдалы, Иоханна, жена Хузы, домоправителя Ирода, и Сусанна.
Ирод, правитель Галилеи, посадил пророка Яхию в темницу, потому что тот упрекал его за женитьбу на Иродиаде, жене брата. Но когда мы подошли к воротам Наина, выносили умершего, единственного сына вдовы. Увидев ее, Иса сжалился над ней. Он прикоснулся к носилкам и сказал: «Юноша, говорю тебе, встань». Тогда мертвый ожил. Иса отдал его матери. Спроси его так: ты ли тот, который должен прийти? Или нам ожидать другого? Наставник. Наставник. Пророк Яхия послал нас спросить, ты ли Масих, который должен прийти? Или нам ожидать другого? Скажите Яхии, что видели и слышали. Слепые видят, хромые ходят. Благословен, кто не усомнится во мне. Отец, подними меня. Садись на плечи. Теперь видно? Я вижу Иису. Сеятель вышел сеять семена. И когда сеял, одни из них упали у дороги и были затоптаны, и склеваны птицами. Другие упали на камни. И едва взошли ростки, они засохли от недостатка влаги. Третьи упали в терновник. И когда тот разросся, то заглушил их. Прочие упали на добрую почву и принесли урожай в 100 раз больше. Учитель, почему ты всегда говоришь народу притчами? Потому что вам дано знать тайны Царства Всевышнего. Другим же остается все в притчах, чтобы они, смотря, не видели и, слушая, не понимали. Вот значение этой притчи. Семя – это слово Всевышнего. Упавшие у дороги – это те, кто слышит слово. Но приходит дьявол и похищает слово из их сердец, чтобы они не поверили и не спаслись. Семена, упавшие на камень, это те, кто с радостью принимает слово. Но у них нет корня. Сначала они верят, но во время испытаний отступаются. Упавшие в терновник – это те, кто слышит слово, но заботы, богатство и удовольствие заглушают их, и плод их не дозревает. Упавшие же на добрую почву – это те люди, которые, слыша слово, хранят его в добром и честном сердце и приносят плод в терпении. Никто, зажигая свечу, не прячет ее и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы все, кто заходит, видели свет. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, и нет ничего сокрытого, что не открылось бы и не вышло бы на свет. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, потому что у кого есть, тому дано будет еще. А у кого нет, будет отнято и то, что, как ему кажется, он имеет. Учитель, мать и твои братья стоят снаружи и хотят тебя видеть. Мои мать и братья – те, кто слушает Слово Всевышнего и исполняет его.
Однажды Иса вошел с учениками в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». Пока они плыли, Иса заснул. Наставник! Наставник! Иса! Проснись, мы гибнем! Волны заливают нас, мы тонем! Спаси нас, наставник! Спасены! Где ваша вера? Они приплыли в Герасинскую землю, лежащую напротив Галилеи. Иса, сын высочайшего, что ты хочешь от меня? Умоляю, не наказывай меня. Как тебя зовут? Полчище, просим тебя, не вели нам идти в бездну. Позволь нам войти в стадо свиней. Эй! Назад! Стойте! Стойте! И демоны, выйдя из человека, назад! Вошли в свиней. Уходи отсюда! Ты колдун! Убирайся! Уходи отсюда! Убирайтесь! Все убирайтесь! Я пойду за тобой куда угодно. Позволь мне следовать за тобой. Вернись домой и расскажи, что совершил Всевышний. Иса и его ученики отправились в Байтсайду. Но народ узнал об этом и последовал за ним. А когда наступил вечер, Петир сказал: «Учитель,
Отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные селения и нашли себе ночлег и пищу. Ведь мы здесь, в безлюдном месте. Вы сами дайте им поесть. У нас только 5 лепешек и 2 рыбы. Благословен ты, вечный, наш Бог, Царь Вселенной, который даровал нам хлеб от земли. Это чудо! За кого меня принимают? Некоторые за пророка Яхию. Другие же говорят, что ты Ильяс. А третьи, что один из древних пророков вернулся к жизни. А вы? Кем считаете меня? Масихом от Всевышнего. Никому не говорите это. Неспосланному как человек предстоит много пострадать. Он будет отвержен и убит. Но на 3-й день воскреснет. השמיים מספרים כבוד אל ומעשיו מגיד הרקיע יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחווה דעת. Кто последует за мной? Я пойду за тобой, наставник. Но прежде позволь мне попрощаться с моей семьей. Тот, кто, начав вспахивать поле, оглядывается назад, негоден для Царства Всевышнего. Если кто хочет идти за мной, пусть отречется от себя. Будет готов жертвовать всем и следует за мной. Кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее. А кто потеряет свою жизнь ради меня, тот спасет ее. Что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить? Кто постыдится меня и моих слов, того постыдится и ниспосланный как человек, когда придет в своей славе, и в славе Отца и святых ангелов. Говорю вам истину. Некоторые из вас не умрут, пока не увидят Царство Всевышнего. Затем Иса, взяв с собой Петира, Иохана и Якуба, пошел на гору помолиться.
Во время молитвы его облик вдруг изменился, а одежда стала ослепительно белой. И вот появились двое и стали разговаривать с Исой. Это были пророки Муса и Ильяс. Ты выполнишь волю Всевышнего и примешь смерть в Иерусалиме. И когда они уходили, Петир сказал Исе: «Наставник, нам здесь так хорошо. Сделаем 3 шалаша. 1 тебе». Когда он еще говорил, 1 Мусе, появилось облако и накрыло Ильясу. их. И они очень испугались. Из облака прозвучал голос: «Это мой сын, избранный мой, слушайте его». Учитель! Учитель! Умоляю, взгляни на моего сына. Пожалуйста, помоги. Он один у меня. Я просил твоих учеников изгнать злого духа из него, но они не смогли. О, неверующее и испорченное поколение! Сколько мне еще быть с вами и терпеть вас? Приведи сына сюда. Даже лицо его исцелилось. Какое чудо! Научи нас молиться, как Яхия своих учеников. Когда молитесь, говорите: Небесный Отец наш, пусть прославится имя Твое, пусть наступит Царство Твое, и исполнится воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный давай нам каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем всем должникам нашим. Не дай нам поддаться искушению, но защити нас от зла. Просите, и вам дадут. Ищите, и найдете. Стучите, и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, получает. И кто ищет, находит. И кто стучится, тому откроют. Есть ли среди вас отец, который даст своему сыну змею, когда тот попросит рыбы? Или вместо яйца скорпиона? Если вы, будучи злы, даете своим детям благие дары,
то тем более Небесный Отец даст Святого Духа тем, кто просит у Него. Говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть, или о своем теле, во что вам одеться. Ведь жизнь важнее пищи, и тело важнее одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни амбаров, а Всевышний питает их. Насколько же вы ценнее этих птиц? И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на час? Если не можете сделать даже этого, зачем вам тревожиться об остальном? Подумайте о том, как растут лилии. Не трудятся, не придут. Но даже Сулейман во всем своем величии не одевался так, как любая из них. Если Всевышний так одевает траву на поле, которая завтра будет брошена в печь, то не оденет ли он и вас? Мало веры. Прибавь нам веры. Будь у вас вера хоть с горчичное зерно, то сказали бы этому тутовнику: вырвись с корнем и пересади себя в море, и он бы подчинился. Всегда будет повод для греха. Но горе тому, кто толкает людей на грех. Для того, кто хоть одному из этих меньших даст повод к греху, было бы лучше, если бы ему надели мельничный жернов на шею и бросили в море. На что похоже Царство Всевышнего? Оно как горчичное зерно, которое человек взял и посеял в своем саду. Зерно выросло и стало деревом, и птицы свили гнезда в его ветвях. Не пойму, о чем он говорит? Почему? Почему вы едите со сборщиками налогов и с грешниками? Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. Расскажи нам еще раз о царстве. Что это такое? Не бойся, малое стадо, ведь вашему отцу было угодно дать вам царство. Продавайте имущество и давайте милостыню. Приобретайте себе кошельки, которые не изнашиваются, сокровища на небесах, где ни вор к ним не подберется, ни моль их не съест. Ведь ваше сердце будет там, где ваше богатство. Женщина, ты свободна от своей болезни. Смотрите, она исцелилась. Это чудо. Смотрите. Хвала Всевышнему. 18 лет. Кончились мучения. Есть 6 дней для работы. Вот и приходите не в субботу, а в один из этих дней. Вы лицемеры! Разве в субботу вы не отвязываете в стойле вола или осла и не ведете его поить? Так не нужно ли было освободить в субботу и одну из дочерей Ибрахима? Вот уже 18 лет связанную сатаной.
Благой учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Что называешь меня благим? Никто не благ, кроме одного Всевышнего. Ты знаешь повеление. Не нарушай супружескую верность, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай своих отца и мать. Все это я соблюдаю еще с дней моей юности. Одного тебе еще не хватает. Продай все, что имеешь, и раздай деньги бедным, и будешь иметь сокровища на небесах. Потом приходи и следуй за мной. Но я же купец. Я богат. Как трудно богатым войти в царство Всевышнего. Скажу вам, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство Всевышнего. Кто тогда может спастись? Невозможное человеку, возможно Богу. Когда же придет царство Всевышнего? Нельзя по приметам предсказать, когда придет царство. И не скажу, вот, оно здесь или оно там. Ведь царство Всевышнего уже среди вас. Придут дни, когда захотите увидеть правление ниспосланного как человек, но не увидите. Потому что ниспосланный как человек вновь придет подобно молнии, осветившей небо от края до края. Но прежде ему предстоит вытерпеть много страданий и быть отвергнутым этим поколением. Благословенны глаза, видящие то, что вы видите. Много пророков и царей хотели увидеть то, что вы видите, но не увидели. Хотели слышать, что вы слышите, но не услышали. Что же нам делать? А что сказано в Таурате, как ты понимаешь? Люби вечного, Бога твоего, всем сердцем и всей душой, всеми силами и всем разумом своим. И ближнего твоего, как самого себя. Правильно, делай так, и ты будешь жить. А кто мой ближний? Ну не те солдаты. А император? Один человек шел из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойникам. Они раздели его, избили и ушли. Случайно той дорогой шел один священнослужитель, и, увидев его, прошел мимо. Также и служитель храма, дойдя до этого места и увидев пострадавшего, обошел его стороной. Но вот к тому месту, где он лежал, подошел проезжавший мимо самарянин. Он увидел беднягу и сжалился над ним. Подойдя, он перевязал ему раны, промыв их маслом и вином. Затем он посадил его на своего осла, привез в гостиницу и ухаживал за ним. На следующий день он дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: «Присмотри за ним, а когда я буду возвращаться, то оплачу все дополнительные расходы». Кто из этих 3 был, по-твоему, ближним, пострадавшим от рук разбойников? Проявивший к нему милость. И ты поступай так же. Не запрещайте детям приходить ко мне, ведь подобные им подданные Царства Всевышнего. Говорю вам истину. Кто не примет Царство Всевышнего как ребенок, тот не сможет войти в него. Кто ради меня принимает такого ребенка, принимает и меня. А кто принимает меня, принимает и пославшего меня. Кто среди вас меньше всех, тот и велик. Эй, кто идет? Что происходит? Идет Иса из Назарета. Иса! Ай,
Иса, сын Давуда, сжалься надо мной. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Я хочу видеть. Прозри. Твоя вера исцелила тебя. Я вижу. Я вижу. Я вижу. И отправился Иса в Иерусалим. Повсюду встречали его толпы народа и просили указать путь ко спасению и научить истине о Царстве Всевышнего. Да не толкайте! Этот человек действительно пророк. О, повелитель, спаси меня! Спаси нас, повелитель! Хвала вечному! Укажи нам путь, повелитель! Народ стал осознавать, что Иса – спаситель. Был в Иерихоне сборщик налогов по имени Закай. Ему так хотелось увидеть Ису, что он забрался на дерево, чтобы лучше видеть его. Закай, спускайся скорей. Сегодня я приду к тебе домой. Ко мне? Да кто же захочет войти в его дом? Откуда Закай знает Ису? Слушайте, половину моего имущества я раздам бедным. А если я с кого взял лишнее, я возвращу ему в 4 раза больше. Да. Не верю глазам. Сборщик налогов, раздающий обратно собранное им. Невероятно! Сегодня в этот дом пришло спасение. Потому что этот человек тоже сын Ибрахима. Неспосланный как человек пришел найти и спасти потерянное. Вот. Мы идем в Иерусалим. И там исполнится все написанное о неспосланном как человек. Он будет отдан язычникам. Те будут глумиться над ним, унижать его, плевать в него, бичевать и затем убьют. Но на 3-й день он воскреснет. И хотя Иса знал, что прольет свою кровь в жертву за грехи человечества, он все равно отправился в Иерусалим. Он послал 2 учеников за осленком. Когда он ехал, народ восхвалял Всевышнего за все чудеса, которые он видел, и провозглашал Ису царем. Учитель, прикажи своим ученикам замолчать. Говорю вам, если они умолкнут, то камни начнут кричать. Мир на небе, слава в вышине небес.
Когда они подходили к Иерусалиму, и уже был виден город, Иса заплакал о нем. Если бы ты понял, что может принести тебе мир, но сейчас это скрыто от тебя. Наступят дни, когда враги окружат тебя и стеснят тебя со всех сторон. Они уничтожат тебя и твоих жителей, и не оставят в тебе камня на камне, потому что ты не распознал времени, когда Всевышний посетил тебя. В те дни храм в Иерусалиме был скорее местом торговли, чем местом молитвы. Пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Написано: «Мой дом будет домом молитвы, а вы превратили его в разбойничье логово». Он идет к моим животным! Остановите его! Остановите! Приведите страж! Приведите же страж! Возмущение среди вождей народа и священнослужителей возрастало, так как народ называл Ису царем. Многие уже объявили его царем. Царем? Царем нищих блудниц и воров. Мы уже видели таких. Они приходят, шумят и уходят. Они забытые. Не заблуждайтесь. Множатся его последователи. Люди восхищаются им. И верят, что он царь. Предупреждаю вас, если беспорядки будут продолжаться, вы будете в ответе. Возможно, он прав. Пришло время остановить его. Иса осуждал фарисеев и учителей закона за то, что они учат закону, а сами не следуют ему. Однажды в храме Иса увидел, как бедная вдова пожертвовала 2 гроша. Что так мало? Говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, потому что все давали от своего избытка, а она от своей нищеты положила все, что у нее было на жизнь. Скажи нам, чьей властью ты все это делаешь? Кто дал тебе эту власть? Я тоже задам вам вопрос. Кто дал Яхии власть совершать обряд погружения в воду? Что нам ответить? Если скажем Всевышний, то он спросит. Что ж не поверили ему? А если скажем люди, то народ побьет нас камнями. Ведь они убеждены, что Яхия пророк. Мы не знаем, кто дал ему власть. Тогда и я не скажу, чьей властью я все это делаю. Один человек посадил виноградник и отдал его в наем виноградарям, а сам уехал на долгое время. Когда подошло время, он послал раба к виноградарям,
чтобы они дали ему его часть урожая. Виноградари же избили раба и отослали его ни с чем. Он послал другого раба. Но они и этого избили, поиздевались над ним и отослали ни с чем. Он послал третьего раба. Они и этого изранив, выбросили из виноградника. Тогда хозяин подумал: что же мне делать? Пошлю своего любимого сына. Может, хоть его постыдятся? Когда же виноградари увидели сына, они решили: это наследник. Давайте убьем его, чтобы наследство стало нашим. Продолжай. Они вывели его из виноградника и убили. Что теперь сделает с ними хозяин виноградника? Он придет и убьет тех виноградарей, а виноградник отдаст другим. Что означают слова Писания? Камень, который отвергли строители, стал краеугольным камнем. Каждый, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого камень упадет, того он раздавит. Учитель, мы знаем, что ты правильно учишь. И мы знаем, что ты беспристрастен к людям и истинно учишь пути Всевышнего. Скажи, надо ли нам платить дань римскому императору или нет? Будь осторожен, он хочет подловить тебя. Покажите динарий. Кто на нем изображен и чье на нем имя? Император! Вот отдавайте императору то, что принадлежит императору, а Всевышнему то, что принадлежит ему. Что ответишь на это? Настал праздник пресных хлебов, когда иудеи закалывали ягненка в память об их освобождении. Иса послал Иохана и Петира приготовить ужин в честь праздника. Я очень хотел отметить этот праздник с вами перед моими страданиями. Говорю вам, что уже не буду его отмечать, пока в Царстве Всевышнего его смысл не будет открыт полностью. Хвала тебе, вечный наш Бог, Царь всей вселенной, дающий нам виноградные плоды. Возьмите и разделите между собой. Я уже не буду пить от плода виноградного, пока не придет Царство Всевышнего. Хвала тебе, вечный наш Бог, Царь всей вселенной, дающий нам хлеб от земли. Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо мне. Эта чаша – новое соглашение, скрепленное моей кровью, проливаемой за вас. Но вот рука того, кто предает меня, на одном столе с моей. Ниспосланный как человек должен умереть, как предназначено, но горе тому, кто предает его. Не я ли? Спроси, кого он имеет в виду? Повелитель, кто он? Никогда не оставлю тебя.
пусть самый великий среди вас будет, как самый меньший. И начальник пусть будет, как слуга. Ведь кто важнее? Тот, кто возлежит за столом, или кто прислуживает? Не тот ли, кто возлежит? Я же среди вас, как слуга. Вы были со мной во всех испытаниях. И как мой отец дал мне царскую власть, так я теперь даю ее вам. Будете есть и пить за моим столом в моем царстве. И сядете на престолах править 12 родами Исраила. Тогда нет среди нас предателя. Шимон, послушай. Сатана просил, чтобы все вы были испытаны, как просеивают пшеницу, очищая от шелухи. Но я молился, чтобы ты не потерял веру. И ты, когда вновь обратишься ко мне, укрепи своих братьев. Повелитель, я готов идти с тобой и в темницу, и на смерть. Говорю тебе, Петир, не успеет и петух пропеть сегодня, как трижды отречешься от меня. Когда я посылал вас без кошелька, без сумки, нуждались ли вы? Нет, ни в чем. Сейчас же, если у вас есть кошелек и сумка, возьмите их. И если у вас нет меча, то продайте плащ, но купите меч. Говорю вам, что со мной должно исполниться сказанное в Писании. Он был причислен к преступникам. Смотри, у нас есть 2 меча. Хватит об этом. Совет старейшин собрался решить, как им избавиться от Исы. Сатана вошел в Иуду Искариота, одного из 12. Он сговорился со старейшинами предать им Ису. Иса покинул Иерусалим и пошел на Оливковую гору помолиться. Молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Всего за 30 серебряных монет предал Иуда Искариот Масиха. Иса знал, что приблизился час его смерти за грехи человечества, и молился. Отец, если ты хочешь, избавь меня от этой чаши. Но пусть все будет не по моей воле, а по твоей. Тогда с небес ему явился ангел и укреплял его. И сделался пот его, как капли крови, стекавшие на землю. Почему вы спите? Вставайте и молитесь, чтобы не поддаться искушению.
Иуда. Ты поцелуем предаешь меня. Повелитель, не ударить ли нам мечом? Арестуйте его. Прекратите. Это чудо. Что я разбойник, что вы пришли с мечами и кольями? Я каждый день был с вами в храме, и вы не схватили меня. Но сейчас ваше время. Сейчас власть тьмы. Взять его. Следите за ним. Солдаты повели Иису во двор и стали издеваться над ним. Вот царская одежда. Что? Тебе не нравится? Ты спасешь нас, великий царь? Ты спасешь нас? Этот человек тоже был с ним. Я не знаю его, женщина. Я видела их вместе. Мы твои покорные слуги. Окажи мне милость, великий царь! Ты тоже один из них. Нет, не я. Точно. Этот человек тоже был с Исой. Ведь он галилеянин. Прекрати. Я не знаю, о чем ты говоришь. Иса повернулся и взглянул на Петира. И тогда Петир вспомнил слова повелителя. «Прежде чем пропоет петух сегодня, ты трижды отречешься от меня». О, повелитель, я говорил, что не оставлю тебя и умру за тебя. Но я отвернулся от тебя и отрекся от тебя. О, вечный, ты прощал нашим отцам, когда они отвергали твое слово. Даже когда ты гневался на них, ты не истребил их. Из любви к ним и ради верности своему соглашению жалел их. Прости и меня. Кто тебя ударил? Предскажи. Кто следующий ударит? Стойте! Стойте, я говорю! Ведите его на совет. Иди.
Для допроса Исы собрали совет старейшин. Скажи, значит, ты Масих? Если скажу вам, вы не поверите. И если я вас спрошу, вы мне не ответите. Но отныне ниспосланный как человек сядет по правую руку от Всевышнего. Так ты сын Всевышнего? Ты говоришь, что я. Кто дал ему власть так говорить? Вы об этом думаете? Какие нам еще нужны Феномен. Мы слышали это из его собственных уст. Отведем его к Пилату. Да, судите его. Пусть он с ним разберется. Правильно, уведите его отсюда. Иди! И они отвели его к Понтию Пилату, жестокому римскому губернатору, по приказу которого были распяты тысячи людей. Чего вы хотите от меня в такой ранний час? Этот человек развращает наш народ. Он возмущал народ на рынке во дворе храма. Какое будет ему наказание? Казнить его! У меня нет никаких оснований осудить его. Он виновен. Он запрещает платить дань императору и называет себя Масихом и царем. Царем? Ты царь иудеев? Ты сам так говоришь. Он начал учить в Галилее, а теперь пришел сюда. В Галилее? Этот человек галилеянин? Пусть тогда Ирод разберется с ним. Ведь Ирод сейчас в Иерусалиме. К Ироду его! Так кем ты себя называешь? И кто те, кого ты зовешь учениками? Про тебя говорят, ты чудеса можешь творить. Сделай для меня одно. Мой господин, он развращает умы всех людей. Он зовет себя царем. Этот? Он царь? Великий царь! Наказать его! Отошлите его к Пилату, пусть он решает.
Этот человек не сделал ничего достойного смерти. Я прикажу бичевать его, а затем отпущу. Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника. Отпусти нам Барабу. Барабу. А этого казни. Да, освободи Барабу. Распни его! Да, распни его! Ты и ты, высечь его! Чего же ты ждешь, Пилат? Иса! За что терзаете его? Пустите его! Он Масих! Он невиновен! Поднять его. Они продолжали кричать, призывая распять Ису. И Пилат приговорил Ису к смерти. Он освободил, как они и просили, Барабу, который был заключен в тюрьму за бунт и убийство, а Ису отдал им на распятие. Назад! Разойдитесь! Назад! Дорогу! Назад! Отойдите от него! Назад! Назад! Разойдитесь! Назад! Дорогу! С дороги! Расступись! Отойди с дороги! Ты иди, кому говорят! Вставай! Вставай! Ты! Твое имя? Шимон из Кирены. Иди сюда. Разрубите веревки. Ты понесешь. Вставай, назад! Назад! Отойдите от него! Прочь с дороги! Назад! Отойдите назад! 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 Мы плачем о тебе, повелитель, плачем, пей, 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 повелитель. Дочери Иерусалима, не плачьте обо мне. Плачьте лучше о себе и о своих детях. Ведь если с зеленым деревом делают такое, то что же будет с сухим? Спаси тебя, Всевышний. Мы помолимся за тебя. Пошел! Сюда! Пошел быстро! Быстрее! Шевелись! Давай двигайся! Давай пошевеливайся! Эй, ты шевелись! Быстрее! Быстро! Пошел! Теперь ты иди! Пошел!
Делайте скорее! Поднимайте! Эй ты, бей клин! Отпустить веревки! Отец, прости им. Они не знают, что делают. Спасал других, пусть спасет самого себя. Спаси себя, если ты Масих. Сойди с креста. Покажи нам одно из твоих чудес. Иса был распят между двумя разбойниками. Так исполнилось пророчество, предсказанное за сотни лет до того. Это не простая одежда, а чудотворная. Дайте мне, дайте мне. Да погодите вы, не рвите. Давайте ее разыграем. Это мне, давай. Ты счастливчик. Вечно тебе везет, вот повезло. А над Исой на кресте была надпись: «Это царь Иудеев». Спаси себя, если ты царь Иудеев. Если ты Масих, спаси себя и нас. Побойся Всевышнего, ведь ты же приговорен к тому же.
А он ничего плохого не сделал. Иса, вспомни меня, когда вернешься как царь. Говорю тебе истину. Сегодня ты будешь со мною в раю. Было около полудня, но по всей земле стало темно, и это продолжалось до 3 часов дня. И завеса в храме разорвалась на 2 части. Отец, в твои руки я отдаю мой дух. Когда римский офицер все это увидел, он прославил Всевышнего и сказал: «Этот человек действительно был праведником». Юсуф из Аримафеи, член совета, не был согласен с их решением. Он пришел к Пилату и просил тело Исы, чтобы положить его в могильную пещеру до наступления субботы. Мы приготовим душистые мази и масла для тела Исы. Я помогу. Но скорее, суббота наступает. Вернувшись, они приготовили мази для тела. В субботу они отдыхали согласно закону. В первый же день недели, очень рано, они пришли к могиле и обнаружили, что камень отвален. Войдя внутрь, они не нашли тело повелителя Исы. Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет.
Он воскрес. Вспомните, что Он говорил вам еще в Галилее. Ниспосланный как человек должен быть предан в руки грешников, распят и на третий день воскреснуть. Слушайте, камень был отвален, и мы увидели, что тело нашего повелителя нет. Что? Нет тела повелителя? И вдруг двое появились перед нами, ангелы, в сияющих одеждах, и сказали: что вы ищете живого среди мертвых? Это правда. Верьте нам, это правда. Могила была пуста, и тела повелителя там не было. Петир, ты должен верить нам. Повелитель явился двум ученикам, и они, потрясенные, пошли к остальным. Повелитель действительно воскрес. Он явился Шимону. Он шел с нами, но мы не узнали его. Но когда он разламывал хлеб, мы узнали его. В Эмаусе? Как он там оказался? Мир всем вам. Что вы так испуганы? Почему вы сомневаетесь? Посмотрите на мои руки и ноги и увидите, что это я. Коснитесь меня и узнаете. У духов не бывает тела и костей, а у меня есть. Когда я был еще с вами, я говорил вам, что все записанное обо мне в Таурате, в книге пророков и Забуре должно исполниться. Написано, что Масих должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых. Во имя Его будет проповедано покаяние и прощение грехов всем народам, начиная от Иерусалима. Вы свидетели всему этому. Я пошлю вам Святого Духа, обещанного моим Отцом. Вы же оставайтесь в городе, пока не получите силу свыше. Да благословит вас Вечный. Мне дана вся власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками, совершая над ними обряд погружения в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа, и учите их исполнять все, что я повелел вам. А я буду с вами всегда, до конца веков. В Священном Писании Всевышний говорил о том, что придет Масих, который станет Спасителем мира. Жизнь Исы свидетельствует нам о том, что Он на самом деле тот, о ком предсказывали пророки.
Пророк Исаия предсказал: дева зачнет и родит сына. Несколько веков спустя рождение Исы от непорочной девушки Марьям стало исполнением этого пророчества. Писание говорит, что чудесное рождение Исы – знак от Всевышнего, что этот ребенок – Масих, тот, кого он называет своим сыном. Через чудеса, которые творил Иса, люди видели силу Всевышнего. Он исцелял людей от болезней и прощал им грехи, открывая им путь к вечной жизни в раю. Он пролил свою кровь в жертву за все человечество и воскрес, победив смерть. Иса Масих сказал: «У меня есть власть отдать свою жизнь и снова взять ее». Жизнь Исы не только исполнила предсказания пророков, но также подтвердила истину священного Писания. Писание говорит: трава засыхает, вянут цветы, а слово нашего Бога пребудет вовеки. Сам Иса сказал: небо и земля исчезнут, но мои слова не утратят своей силы. Иса пришел для того, чтобы дать нам жизнь во всей ее полноте. Когда человек ослушался Создателя в Эдемском саду, он избрал свой собственный путь, и поступок человека отделил его от Создателя. Священное Писание говорит: все согрешили, и возмездие за грех – смерть. Это означает духовную смерть, вечное отделение от Всевышнего. Всевышний послал барана для жертвы вместо сына Ибрахима. Таким же образом Он послал Иису Масиха, чтобы Тот умер за наши грехи. Его жизнь, смерть и воскресение восстановили взаимоотношения между Всевышним и теми, кто надеется на Него. Теперь тем, кто следует за Исой, не только прощены их грехи, но они также избавлены от вечного суда Всевышнего. У них есть уверенность в том, что они будут в раю и что будут вечно жить со Всевышним. Воскреснув из мертвых, Иса сказал своим последователям, что Всевышний простит грехи тем, кто покается и обратится к Нему. Он также сказал, что пошлет Святого Духа, чтобы показать своим последователям истину и дать им силу следовать путями Всевышнего. Чтобы стать последователями Исы, нам нужно принять Его жертву как плату за наши грехи и попросить Всевышнего очистить нас и сделать такими, какими Он хочет видеть нас. Когда люди готовы стать последователями Исы Масиха, они могут обратиться к Нему в простой молитве. Если сейчас вы готовы открыть свою жизнь Всевышнему, то в своем сердце можете обратиться к Нему с такой молитвой. «О Всевышний Бог, Ты святой и великий. Благодарю Тебя за Твою любовь ко мне. Я сожалею, что нарушал Твои повеления и грешил против Тебя. Благодарю Тебя, что Ты послал Ису, чтобы Он умер в жертву за мои грехи и воскрес из мертвых. Благодарю Тебя, что этой жертвой Ты избавил меня от заслуженного наказания. Я принимаю Ису как моего повелителя и спасителя. Благодарю Тебя за прощение моих грехов и дар вечной жизни с Тобой. Пошли мне Твоего Святого Духа и научи меня следовать Твоим путем. Пожалуйста, сделай меня таким, каким Ты хотел бы меня видеть. Пусть имя Твое будет прославлено по всей земле. Аминь. Иса сказал о своих последователях: «Мои овцы слышат мой голос, я знаю их, и они идут за мной». Чтобы испытать жизнь во всей ее полноте, которую обещал Иса, его последователи общаются с ним в молитве и читают его слова в Священном Писании. Они рассказывают о нем другим и встречаются с теми, кто любит его и следует за ним.
Они всегда помнят его прекрасное обещание, которое он дал, когда возвращался к Отцу. «Мне дана вся власть на небе и на земле. Я буду с вами всегда до скончания века».